Функция округл позволяет нам округлить число до нужного количества знаков после запятой. Пишу равно округл и указываю то число, которое нам необходимо округлить. Далее мы должны поставить точку с запятой и указать количество знаков после запятой, которое хотим видеть. Но число знаков после запятой это не обязательный аргумент, и его можно пропустить. В этом случае функция посчитает, что знаков после запятой не должно быть, то есть подставит туда значение 0. А значит, округление будет вообще без знаков после запятой. Мы давайте поставим точку с запятой и укажем нужное количество знаков, например 2. Закрываю скобку, нажимаю на ввод и получаю результат. Значение с некоторым количеством знаков после запятой было округлено, и теперь у нас после запятой только 2 знака. При этом округление происходит по математическим правилам. Если мы протянем формулу вниз, то увидим, что для следующей строки округление тоже сработало, но если в первом случае мы округлили вниз, то есть к меньшему, то здесь мы знаки округлили наоборот вверх, то есть к большему, как это и должно быть в соответствии с математическими правилами. Знаков после запятой вы можете указать то количество, которое вам требуется. Ну, например, давайте двойку поменяем на тройку, и вот у нас уже 3 знака после запятой. Если мы поставим 0 или вообще ничего не поставим, то знаков после запятой у нас соответственно и не будет. У данной функции есть одна интересная особенность. Давайте протяну формулу вниз, чтобы ее показать. Количество знаков после запятой мы можем указать не только как положительное число, но и как отрицательное значение. Ну, например, минус 2. Минус 2 означает, что знаки будут взяты не после запятой, а до запятой. Нажимаю на ввод, и мы получаем результат. Знаков после запятой нет вообще, и два значения до запятой также были округлены по математическим правилам, в данном случае вниз. Иногда возникают ситуации, когда округлить нужно не по математическим правилам, а по какой-то нашей собственной логике. Например, только округлить вверх или только округлить вниз, даже если математические правила подразумевают обратное. На этот случай к функции округл прилагаются еще две функции – округл вверх и округл вниз, которые это и делают. Округляют значение всегда вверх или всегда вниз. Давайте посмотрим их в действии. Если мы воспользуемся функцией округл для данного числа, то округление будет происходить вниз по математическим правилам. Мы это видели вот тут на самом первом примере. Давайте попробуем произвести округление с помощью функции округл вверх. Указываем нужное нам значение, точка с запятой, количество знаков после запятой пусть тоже будет 2, закрываю скобку, нажимаю на ввод и получаю результат. Функция округл вверх произвела округление к большему значению, в отличие от функции округл. Функция округл вниз сделает обратное, будет округлять всегда к меньшему значению. Пишу равно округл вниз, указываю значение, точка с запятой и количество знаков. В результате вместо того, чтобы нарисовать нам вот здесь семерку, мы видим шестерку, то есть округление произошло вниз без учета математических правил.